Здравствуйте. Интервью на БСТ в студии Алия Тагирова. 25 лет исполняется отделению нейрохирургии детской республиканской клинической больницы. И об этом мы говорим с бессменным заведующим, заслуженным врачом Российской Федерации, главным детским нейрохирургом Минздрава Республики Башкортостан Айратом Тимершиным. Айрат Гафеевич, добрый день. Четверть века, получается, вы стоите, наверное, даже больше у операционного стола. И сейчас наверняка тоже после операции. Да, совершенно правильно. Сегодня была такая интересная операция удаления опухолей головного мозга, но об этом расскажу позже. Я действительно уже не 25 лет, до этого я работал 13 лет в 17-й больнице. Вообще детская нейрохирургия, она образовалась в нашей республике в 1981 году. Это было вообще третье отделение в Советском Союзе в регионах. И вот с тех пор детская нейрохирургия в нашей республике постепенно развивается. А вы тогда были студентом или вы уже закончили университет? Я закончил интернатуру по детской хирургии и пришел работать детским нейрохирургом в 17-ю больницу. Тогда не было разделения, вот хирург или нейрохирург? Все-таки мозг... Тогда было уже разделение. Вот с открытием вот отделения началось разделение. А так больные дети с нейрохирургической патологией лечились в различных отделениях, в травматологических, хирургических, потому что не было условий для работы с ними, не было специалистов. Айрат Гафеевич, мы можем с вами долго обсуждать саму нейрохирургию, вообще ситуацию. Поэтому, учитывая ограниченное время, давайте поговорим о развитии, как было и как стало. Вспомнить, если ваши первые годы работы и сегодня самые знаковые различия. Конечно, это огромное различие. Это то, что было раньше, и сейчас это космос. Вот когда мы начинали работать, не было в диагностике ни компьютерных томографов, ни МРТ. Такие делались сложные исследования, они назывались вентрикулографиями. Это... Чтобы исследовать, чтобы поставить диагноз, нужно было сделать операцию. То есть только вскрыть, посмотреть, да, сделать и понять. Определенные контрастные исследования. Вот. И скачок произошел, когда появилась компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Начали выявляться уже рано различные патологии, в том числе опухоли головного мозга, центральной нервной системы, различные пороки развития. Тогда уже количество больных резко увеличилось, и вот понадобилось открыть новые отделения высоких технологий. И как раз в 2000 году открыли новое отделение, это в детской республиканской больнице. Ну, смотрите, диагностика это понятно, то есть определить одно, но другое дело. То есть менялись и руки хирургов, то есть менялось оборудование в процессе, то есть железо, вот это я не знаю, скальпели, вот эти инструменты, они тоже обновлялись? Конечно, для совершения нейрохирургических операций нужен инструментарий, специальный микронейрохирургический инструментарий, специальное оборудование. Это сейчас у нас есть для выполнения таких операций нейрохирургические микроскопы операционные, нейрохирургические эндоскопы, называются нейроэндоскопами. Различные навигационные системы. Это те космические системы, которые нам позволяют найти мельчайшую патологию в труднодоступных участках головного мозга. Мне кажется, вы сами поражаетесь технологиям, которые сегодня есть. А если бы вы вдруг оказались в сегодняшнем времени студентом, то, мне кажется, у вас просто бы, наверное, дар речи, вы лишились это однозначно. Но вот чтобы такого не было, молодые люди уже... Кто заинтересован, кто хочет быть нейрохирургом, они приходят еще, у нас есть ребята с 3-го курса, начинают приходить, заниматься, интересоваться, они интересуются операциями, много учатся. Для нейрохирурга сейчас есть условия для обучения, есть тот же интернет, есть центры, где можно обучиться, есть телемедицинская система. В общем, для того, чтобы изучить тонко нейрохирургию, конечно, нужно постоянное обучение. А большая команда в детской республиканской больнице, именно команда нейрохирургов? Вот также, если сравнить,
когда начиналась 17-я больница, было сначала 3 нейрохирурга, потом 5 нейрохирургов. Сейчас по нашей республике уже 18 детских нейрохирургов. Вот. И приходят молодые нейрохирурги, которые уже обучаются вот тем оборудованием, учатся оперировать. А детская нейрохирургия, она же тоже вот как-то, мне кажется, особенная. Все-таки это дети, это и новорожденные, то есть это мозг может быть совсем маленьким. Совершенно верно. Детский нейрохирург вообще начинает заниматься уже плодом. Мы консультируем плод. Вот есть такой перинатальный консилиум, когда обнаруживается какая-либо патология центральной нервной системы у плода, мы консультируем этот плод и уже встречаем, скажем, человека, ребенка, сразу после рождения, консультируем в роддомах. И начиная, скажем, с нулевого возраста до 18 лет, это наши пациенты. Сколько операций в год проводите? Наше отделение проводит около 360 операций в год. Это и экстренные операции, и плановые операции. Это мы работаем на уровне федеральных центров. А коротко можете вот описать вот эту картину заболеваемости сегодня, может быть, особенность нашего региона в чем-то? Нет, никакой особенности нету. Но вот в связи с развитием диагностических оборудований, компьютерной томографии, МРТ, есть ранняя выявляемость нейрохирургических заболеваний, особенно нейроонкологических заболеваний. И поэтому отмечается рост нейроонкологических заболеваний. Ну это что, опухоли, ДЦП, то есть в чем основная проблема? Можно ли вот как-то выделить что-то? Так как мы детская нейрохирургия, мы занимаемся тоже пороками развития центральной нервной системы. Это гидроцефалия, действительно детский церебральный паралич. Сейчас мы активно занимаемся внедрением таких операций. Они называются раздел функциональной нейрохирургии. Это лечение эпилепсии, хирургическое лечение эпилепсии, хирургическое лечение тазовых нарушений. Мы устанавливаем специальные стимуляторы, сакральные стимуляторы, спинальные стимуляторы, баклофеновые помпы. Вот, так что мы движемся хорошо вперед. Я думаю, что наверняка, учитывая и вашу специальность, и ваш многолетний опыт, наверняка наша республиканская больница, она в лидерах в стране по развитию детской нейрохирургии. Можно так сказать. Я думаю, что к нам и учиться наверняка к вам едут, и из других регионов. Да, к нам поступают пациенты не только из нашей республики, но и из прилежащих регионов. Бывают пациенты из стран СНГ. Так что мы работаем. И мы работаем без хвастовства на уровне федеральных центров. Айрат Кафеевич, а что вам помогает? Понимаете, вот вы говорите, что операции по 8 часов даже бывают. Что вас мотивирует вот дальше работать? Я понимаю, что наверняка улучшение качества жизни ребенка – это очень важный фактор. Но что еще? Откуда силы? Откуда вот этот вот нерв в собственном теле, как говорится? Ну, это наша работа. Это наша работа. И мы вот, тоже отличие детской нейрохирургии. Мы же работаем и психологами, мы работаем с родителями, папы, мамы, дедушки, бабушки, ребенок. Самое лучшее, когда ребенок выписывается после операции, это самое большое счастье. Ну, я думаю, чудес, наверное, в вашей практике было очень много, но все-таки, может быть, есть какой-то один момент, когда, может быть, после ДЦП, ну вот есть же такие операции, как, я не знаю, резекция или как это называется, вот не специалист, а когда там ребенок начинает ходить. Ну, вся наша специальность, все наши операции устремлены на то, чтобы улучшить функцию человеческую. То есть, если, допустим, у ребенка есть эпилепсия, она фармакорезистентная и не поддается никакой другой терапии, мы находим очаг, применяя высокие технологическое оборудование, убираем этот очаг, и судороги прекращаются. Это великое дело, для примера. Это очень ответственный момент, когда вы заходите в операционную. То есть в ваших руках жизнь ребенка. Как вы ощущаете себя?
Какие-то, может быть, слова себе, коллегам? Ритуал, суеверие, есть вот что-то такое? Все есть. Во-первых, мы очень долго беседуем и с родителями, и с ребенком. То есть мы создаем команду. Если только единая команда, есть понимание всей семьи, врача, нашего персонала. Когда работают единой командой, тогда получается хорошо. Вот смотрите, в 2000 году появилось ваше отделение нейрохирургии в Республиканской детской клинической больнице. Учитывая вот этот... Почти четверть века прошло, да? Четверть века. Что бы вы хотели пожелать, или, может быть, как человек науки, как человек с огромным опытом, над чем сегодня должна работать детская нейрохирургия? Детская нейрохирургия, во-первых, не должна сдавать свои позиции, сохранить то, что есть, и стремиться к лучшему. Вот. В наших руках хорошее оборудование, хорошие инструменты. У нас хорошие кадры, поэтому нам работать во благо детей, здоровья. Спасибо вам. Самое главное, здоровье вам. Вот в начале нашего разговора вы сказали, что вы сегодня после операции делали подростку 16 лет. Как он себя чувствует? После операции он проснулся в сознании. Все хорошо, никаких дефицитов после операции нет. Мне бы хотелось пожелать, чтобы вот каждый пациент вам именно вот такой результат после операции показывал. Спасибо огромное вам, спасибо огромное вашим коллегам, дорогие друзья. Я напомню, в рамках программы «Интервью» мы сегодня говорили с бессменным заведующим отделением нейрохирургии Детской республиканской клинической больницы, заслуженным врачом Российской Федерации, главным детским нейрохирургом Минздрава Республики Башкортостан Айратом Тимершиным.